Сотни тысяч заболевших по стране, свыше 20 тысяч в коме. В нашем регионе почти все заболевшие лечатся в республиканском онкологическом диспансере. И больше половины преодолевают 5-летний порог жизни после своевременной и правильной диагностики. Эти показатели значительно вырастут после реконструкции радиологического корпуса. Текущий радиологический корпус онкодиспансера – небольшое одноэтажное здание. Много лет здесь проходит лечение тех, кто нуждается в лучевой терапии. Кстати, лечение проходит на всех стадиях заболевания. 15 палат и 48 коек. Однако этого, как показывает практика, недостаточно. Совсем скоро все больные будут перемещены уже в новый 6-этажный корпус. Буквально пару метров по переходу, и вот он, его масштабы поражают. Прямо с порога широкие коридоры и не менее просторные палаты. Как результат, возможность увеличить мощность стационара. Совсем скоро здесь разместят свыше 60 пациентов. 15 дополнительных коек, а всего 63 места. Палаты обустроены по европейским стандартам качества. Кроме привычной мебели, здесь плазменный телевизор, отдельная ванная комната и санузел. На каждом этаже кафетерий, грузовой лифт, система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Плюс ко всему небольшое хирургическое отделение с реанимацией на 5-м этаже для проведения операций в амбулаторных условиях. Первую сваю нового корпуса забили в декабре 2018-го. Слаженная работа белградского подрядчика позволила закончить строительство раньше на несколько месяцев. Вскоре новый корпус передадут в собственность республиканского онкологического диспансера. Закончен полностью весь цикл всех строительно-монтажных работ. Это порядка 17 тысяч квадратных метров. 2 марта получено заключение о соответствии всех технических норм и требований на данное здание. Я считаю, что практика удачная. Мы с вами видели, как этот объект строился, что из него получилось. Очень достойно, красивый объект. После всех юридических согласований большую часть пациентов разместят в новом корпусе, а ныне действующий, одноэтажный, преобразуют в самостоятельную онкологическую поликлинику. Здесь будут вести прием пациентов. Таким образом, стационарное лечение станет более оперативным. Сразу после диагностики пациента направят на процедуры или под наблюдение в стационар. Лишних мытарств по городу уже не будет. Успех лечения зависит в том числе и от условий, в которых пациент принимает данное лечение. После того, как наши пациенты переедут в новые условия для получения лечения, соответственно, старое здание мы планируем реконструировать под свою собственную поликлинику. В 2010-м в радиологии открыли дополнительное отделение, где сейчас проводят химико-лучевое лечение. Но мест в стационаре и тогда, и сейчас не хватает. Вместе с общественниками особое внимание проблеме уделил и глава коми Сергей Гапликов. В апрельских поручениях главы правительству реконструкция радиологического отделения была одной из первых в списке. Просьба была выполнена почти 100%, не почти 100%, все депутаты поддержали. И тогда уже, получив разрешение депутатов, я стал работать с правительством. Правительство также полностью поддержало это, и Березин Дмитрий Борисович, и министр финансов Рубцова Галина. И самое главное, очень поддержал то, без кого мы не могли, это Сергей Анатольевич Гапликов. Потому что сумма – это сотни миллионов, и без его подписи это было совершенно невозможно. Итоговая стоимость долгожданной реконструкции свыше 300 миллионов рублей. В этом году в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ожидается и поставка нового оборудования почти на 200 миллионов рублей, в том числе линейного ускорителя и компьютерного томографа. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.